Современный мир трудно представить без нефти. И это не только топливо. Нефть используют для производства пластмасс, резины, растворителей, красителей, моющих средств, удобрений, лекарств, косметики, пищевых продуктов и много еще чего. На протяжении 2 последних веков нефть стала самым востребованным ископаемым и, конечно, очень полезным. Нефть называют черным золотом, хотя она может быть и другого цвета – коричневого, вишневого, изумрудного, янтарного или даже абсолютно прозрачным. Все зависит от состава примесей и смол. В Татарстане нефть темная, в промышленных масштабах добывается уже 80 лет, залегает в девонских отложениях и имеет удивительную историю поиска длиною в 3 века. Девонский период продолжался около 56 миллионов лет. Он относится к палеозойской эре. Это эпоха рыб, диковинных животных и растений. Трагедия этого периода в том, что вымерли 80% всего многообразия флоры и фауны. Начиная с XVIII века местные жители и пришлые люди надеялись обнаружить на татарской земле полезные ископаемые. Тогда в Российской империи действовал принцип горной свободы. По закону любой желающий имел право вести поиски ископаемых как на своей, так и на чужой территории. Российское государство перед многими иными землями преизобилует и потребными металлами, и минералами благословенно есть, которых до нашего времени без всякого прилежания исканы. Паче же не так употреблены, как принадлежит. Сему пренебрежению главнейшая причина была частью, что наши подданные рудокопным делам и как оные пользу государственную произвести не разумели. Кем были те смельчаки, что долгие годы пытались найти ключ от кладовых татарской земли? Целеустремленные мечтатели, видные ученые, уверенные в успехе промышленники. Одним из первых стал Надыр Уразметов, неординарная личность, один из первых нефтедобытчиков. Знатный род Уразметовых уходит корнями в ханские времена. Надыр был хорошо образован и имел владения земли в Восточном Закамье, которые были пожалованы его роду еще казанскими ханами. В 30-е годы XVIII века Надыр Уразметов отыскал пустопорожние земли между Казанским и Уфимским уездами и обратился в Сенат с просьбой утвердить их за ним. Так появилась Надыровская волость. В конце XVIII столетия в нее входил едва ли не весь юго-восток Татарстана, 47 татарских и 9 русских деревень, чувашские, мордовские и башкирские поселения, в том числе Шугурова и Сарабекулова. Надыр Уразметов одним из первых воспользовался Петровским указом о горной свободе. С 1720 года он добывал медистые песчаники и строил меднолитейные заводы, а в 1753 году обратился в Берг-коллегию с просьбой разрешить построить нефтяной завод на реке Сок. В прошлом 1752 году обыскали мы на своих крепостных дачах в Уфимском уезде на Казанской дороге по Соке-реке по обе стороны выше Сергеевска городка вверх, едучи по правую сторону, подле горы Сар-Тата, при которой меленькое озеро, и в том озере имеется нефть черная. С того лесу вышел маленький ключ, в нем нефть черная же. Из тех мест взяли мы той нефти для пробы фунтов 10 и просим онную нефть в Берг-коллегию принять и опробовать, и для построения на собственных дачах дать нам позволение. Через год Надыр Уразметов получает разрешение на строительство и в этих местах закладывает свой завод. Впрочем, к тому времени он уже продает собранную нефть для смазки колес, конских сбруй, осветительное масло и сырье для фармацевтической промышленности. Но после смерти Надыра его сын Юсуп отказался продолжать дело отца, и завод, к сожалению, так и не заработал. Впрочем, весть о нефтяных озерах на татарской земле уже стала распространяться по всему миру. Поверхностные проявления нефти давно были замечены в Татарстане. С самого начала оседлой жизни и заселения верховья рек Шишмы и Зая местные жители использовали в хозяйстве битум и нефтяной жир. Опыт передавался из поколения в поколение. Битуминозные породы расплавляли и обмазывали смолой стены амбаров. Это была лучшая защита от грызунов. Нефтяным маслом покрывали оси колес и лошадиную сбрую, а кузнецы обрабатывали им железо, чтобы не ржавело.
Люди даже лечились нефтью, полоскали смолистой водой рот и пили ее, делали мазь и прикладывали к ранам. Нефть в те времена добывали крайне примитивным образом. Из колодцев глубиной 1,5–2 метра ее буквально черпали обыкновенным ведром, а затем перевозили в обыкновенных деревянных бочках, просто потому, что ничего другого на тот период не существовало. Во второй половине XVIII века татарстанские нефтяные источники изучали геолог Петр Рычков, ученый-естествоиспытатель Иван Лепехин, энциклопедист из Берлина Петр Симон Паллас. В 1768 году немецкий ученый описал в своих заметках первичные свойства нефти. Впервые ввел понятие «дебит нефтяных источников». Также особое внимание уделил тому, как местные жители используют нефть в лечебных целях. 19 столетие все еще век угля. Тем не менее, в разных уголках мира ведутся эксперименты с перегонкой нефти. Горючую светлую жидкость научились получать путем прямой перегонки нефти еще в 20-х годах 18 столетия. Крепостные крестьяне, братья Дубинины, одни из первых ставят перегонный куб на Северном Кавказе. Название керосин предложил канадский физик и геолог Абрахам Гесснер в 1846 году. Горючая смесь жидких углеводородов, слегка маслянистая на ощупь, не давала копоти и нашла себе различное применение. Тем временем на нефтяных промыслах в разных концах света идет работа, приближая искателей к заветной цели – промышленной добыче нефти. В 1846 году в районе Баку была пробурена первая в мире разведочная скважина на нефть глубиной 21 метр. В 1859-м Пенсильванию накрыла нефтяная лихорадка. Американский промышленник, известный как полковник Дрейк, освоил буровую вышку, а вскоре Джон Рокфеллер начал перерабатывать нефть в промышленных масштабах. Он и положил начало эре керосина. Побочным продуктом переработки нефти в керосин были бензин и мазут. Бензин применялся в аптекарских и ветеринарных целях, а также в качестве бытового растворителя. На тот момент бензин больше никак не использовался, и его в огромных количествах попросту выжигали в ямах или сливали в водоемы. Мазут применяли как заменитель угля в паровых машинах, а также для получения смазочных масел. Технологически мир еще не готов к полномасштабной добыче нефти. Развитию производства в том числе мешает банальное отсутствие тары, подходящей для перевозки от месторождений к заводам. Английское слово «баррель» переводится как «бочка». Баррель – единица измерения объема нефти. Появилась в те далекие времена, когда черное золото доставляли на производство в деревянных бочках для сельди объемом 159 литров. Молодой американец венгерского происхождения Ласло Шандер, как и многие его соотечественники, надеялся хорошо заработать. Он активно искал новые применения для нефти и новые рынки сбыта. Освещение городов было вполне перспективной темой. В то время для освещения использовались скипидарная смесь или конопляное масло. Ласло же попытался наладить производство осветительного газа из нефти. После многолетних опытов ему удалось получить подходящую жидкость, а позже изобрести и особый прибор для получения газа. Производство такого газа выгодно в России, где нефтяное или горное масло обильно выходит из естественных ключей. Этот газ совершенно заменит уголь и будет с ним соперничать. Сверх того, газ Шандера сделается безграничным источником движительной силы и в этом отношении произведет совершенный переворот. В июне 1859 года Шандер приезжает в Россию. В Санкт-Петербурге он обращается к властям с просьбой выдать ему привилегию, вот здесь внимание, на способ приготовления жидкостей для получения из них осветительного газа. Спустя год американец получает такое разрешение, и теперь он может снабдить своим газом всю страну. В августе 1860-го аппараты его собственной конструкции были представлены высочайшему вниманию государя-императора Александра II. Опыты, проведенные в присутствии Его Величества, увенчались абсолютным успехом. В 1862 году городское управление Санкт-Петербурга объявляет конкурс на устройство нового вида освещения. В числе 4 претендентов принимает участие и Шандер. 17 мая 1863 года Собрание Общей Думы постановило передать американскому гражданину Шандеру уличное освещение в Санкт-Петербурге изобретенным им способом взамен спирта и масла. 1 августа Ласло Шандер ввел в действие 6402 фонаря.
10 сентября количество фонарей достигло контрактного максимума – 7020 штук. Переход на новый тип освещения стал одним из самых ярких в прямом смысле событий петербургской жизни. Шандер распространяет свет, свет, свет – так писали сатирические журналы того времени. Ну а бизнесу Ласло Шандера требуются бесперебойные поставки нефти из Америки. Тем временем в Шугуре была предпринята первая попытка разведки на нефть методом бурения. В 1863 году бугульминский помещик Малакиенко с 2 сыновьями заложил несколько скважин в непосредственной близости к местам, где нефть выходила на поверхность. Одну из них получилось пробурить на 35 сажен, а это почти 75 метров. Разведка проводилась 3 года. Удалось добыть 2000 пудов асфальта и 80 ведер нефти, из которой на своем маленьком нефтяном заводе Малакиенко получил весьма хороший керосин. На эти работы помещик потратил 4000 рублей, а пуд керосина стоил в те времена всего 7 копеек. На дальнейшие изыскания у Малакиенко не хватило средств. Развитие нефтедобывающей отрасли в царской России не стимулировалось правительством. После смерти Петра I, который предвидел огромное значение нефти в развитии страны, все последующие цари и их министры явно или не понимали, или недооценивали все значение нефтедобычи и ее переработки. В начале XIX века была введена так называемая откупная система. На промышленников возлагали все заботы о добыче и дальнейшей переработке нефти. Получив откупные, казна больше не вмешивалась и не принимала участия в деятельности промышленника. Откупщик при этом получал абсолютную монополию на добычу, переработку и продажу нефти и мог использовать недра практически бесконтрольно. Откуп хоть и приносил в казну какие-то деньги, но из-за отсутствия развития нефтедобычи приносил государству только огромный вред и убытки. В 1864 году пионер нефтяного дела в России Ардалион Николаевич Новосильцев в компании иностранных предпринимателей Шандера и Клея приступил к поискам нефти на Таманском полуострове. Новосильцеву с особого разрешения высших властей было отдано в аренду право разработки всех нефтяных источников Кубанской области. Промышленники приступили к поискам нефти пенсильванским методом. Скважины бурили рабочие и мастеровые, выписанные из Америки. Но неудачи следовали одна за другой. Поломки инструментов, искривление скважин. Сами работы велись без геологических обоснований. Скважины бурились неглубоко и беспрестанно переносились с места на место. Эти разработки так и не получили обильной нефти и успеха не принесли. После неудач Новосильцев расторг контракт с американцами. Летом 1864 года Ласло Шандер вышел из дела. Его напарник Клей и другие американские нефтяники вернулись на родину. Вскоре на таманских землях Новосильцева уже отечественные специалисты пробурили первую глубокую скважину, а в 1866 году там ударил мощный фонтан нефти, положивший начало отечественной нефтяной промышленности. Тем не менее, работы, начатые американцами на землях Новосильцева, стали важной вехой в истории отечественной нефтяной промышленности. Впервые в России было начато бурение на нефть с заменой ручных средств труда машинами. В память об этом событии в Советском Союзе был учрежден День работников нефтяной и газовой промышленности. С 1863 года в течение 5 лет русские геологи Еремеев и Романовский проводили исследования на нефть в Казанской, Симбирской и Самарской губерниях. Близ татарской деревни Шугура находятся 2 источника, в которых вытекает горное масло, имеющее темно-бурый цвет и весьма сильный запах. Первый нефтесодержащий источник лежит в 3/4 от деревни Шугура и вытекает в береговом откосе прямо из песчаника. В пологих и террасообразных местах берега встречаются глыбы полутвердого и совершенно мягкого асфальта. Вообще вся масса здешнего песчаника сильно пропитана нефтью, писал Еремеев в горном журнале. Инженер Геннадий Романовский полагал, что помимо Кавказа самым перспективным для поисков нефти регионом России можно считать Волго-Уральскую провинцию. «Я вполне уверен», – писал он, что в Самарской губернии под пермскими песчаниками непременно заключаются бассейны жидкой нефти или горного масла или углеродистые газы. Я сказал, что исход нефти должен начинаться в Дивонских осадках, следовательно, на глубине не менее 100 сажен.
В 1872 году отменили откупную систему, которая сдерживала развитие нефтяного дела в России. В отечественной нефтяной промышленности начался новый этап. Главным местом действия нефтяной лихорадки в Российской империи стал район Баку. Вместе с этим началась борьба и за мировые нефтяные рынки. Впоследствии этот период назовут нефтяными войнами. За 5 лет до этого события, опираясь на результаты исследования Еремеева и Романовского, Ласло Шандер отправился на поиски нефти в бассейне Волги. Есть ли там нефть? Уверен, есть. Долгие годы изучались эти земли. Много мы слышали и читали об их богатствах. Его планы были амбициозны. Здесь, на этих волжских землях, Шандер вознамерился открыть свой второй Баку. Несмотря на неудачу на Тамане, у него был немалый опыт бурения, было несколько паровых двигателей и необходимые инструменты. Также он имел солидную сумму денег. Себе в помощники для общения с местными жителями он взял переводчика и отправился в путь. Ранней весной 1867 года, в дни, когда над высохшими дорогами поднималась пыль, по мосту через реку Шишму прогрохотал фаэтон. Ласло Шандер пожаловал в Шугурово. Быстро по деревне пошли слухи о чужестранце с ведром на голове. Мол, бродит он по горам на рассвете, собирает камни. Часами сидит у реки, глядит на воду, а увидев маслянистое пятно, бежит за ним по берегу. В те дни, когда простой люд вовсю готовился к Сабантую, чужеземец направился прямиком к старейшинам и сельскому старости. Не интересовали Шандера ни батыры, ни народные гуляния. Команда! Я хочу эту землю. Готов платить. Землю ему отдать. Придумал тоже. Я платить налог. Год. Всех шугур. И без того земли в деревне мало. А что есть, отвоевано у леса. Я готов платить налог. Аренда год. Я взять земли в аренда. Земли мало-то оно мало, а от горы от этой какой толк? Годовой налог стоит хороших денег. А от горы пользы нет. По рукам. Вследствие выгодного мнения, которое я себе создал, я обеспечил за собой нефтеносные имения в Самарской, Симбирской и Казанской губерниях. Обозначенные в моем контракте нефтяные земли занимают пространство почти в 100 тысяч десятин, а затеваемое дело имеет неограниченную ценность. На полученных землях Шандер заложил 5 скважин. Из рапорта горного инженера. Бурение скважин производится американским способом. Господин Шандер имеет для своих работ 3 паровые машины по 10 сил каждая, значительное количество инструментов и принадлежностей для бурения. Открытие богатых нефтяных бассейнов в этих местах – вопрос весьма непродолжительного времени, так как всеми средствами он вполне владеет. Все буровое оборудование, паровая машина, материалы, инструменты завозилось по воде в город Чистополь. Оттуда в Шугурово все это доставлялось каторжным трудом, лошадьми и волоком. И уже здесь, на месте, разгружалось местными жителями из окрестных деревень. Бурение велось ударно-механическим способом. Хоть в процессе и был задействован паровой двигатель, любые аварии и поломки приходилось устранять вручную. Уверенность Шандера в нефтеносности района была настолько велика, что, не дожидаясь бурения скважин, он вложил солидный капитал в строительство фабрики по производству бочек для транспортировки нефти. Для завода в Чистополе он выписал из Соединенных Штатов деревообделочные машины. На американском оборудовании можно было выпускать до 1000 бочек в сутки. Помимо нефти, Шандер занимался разработкой нефтебитумных пластов.
При этом был очень тяжелый труд рабочих, которые кувалдами весь день откалывали от скальной породы битумонозные пласты. Раздроблением занималась ручная дробилка. И в конечном итоге большие котлы засыпались вот такие вот куски большие битумонозной породы. Кажется, он простой. Это не камень, он вязкий. Чтобы его разбить, надо столько сил положить. Вот простой камень, он колется, а здесь его надо еще несколько раз раздробить. Они растворялись в кипятке, варили именно в воде. Песок оседал на дно, а верхнюю часть уже готового битума сливали в бочки и отправляли потребителям куда надо. Вот он расплавлен. И в такие бочки, ну чуть меньше, его заливали. Вот он. Это битум, это природный битум. Местные относились, ну как к царю и богу, потому что он платил. Люди в округе не было работы, а здесь вечером получали деньги. Зарплату Шандор выдавал непосредственно после процесса этого всего. Работа была тяжелая. Был случай, когда вот именно при размешивании в огромном котле этого битума молодой парень упал и сжег себе ноги. Но родственники не получили ничего. Ко всему то, что он был богатый, ко всему то, что он платил людям, была жестокость, не было душевности. Одну из скважин Шугурова Ласло Шандеру удалось пробурить на 1162 фута, а это почти 354 метра. Глубина второй скважины равнялась 126 футам. Скважина в селе Сарабекулово достигла глубины 673 фута. Несмотря на оптимистичные прогнозы и уверенность в успехе, Шандер так и не нашел промышленной нефти, потратив при этом весь свой капитал 850 тысяч рублей. В апреле 1877 года, когда началась русско-турецкая война, американец вернул свои работы в Поволжье. Спустя 2 года Шандер предпринял попытку добиться государственной поддержки своего предприятия. В губерниях Казанской, Самарской и Симбирской были найдены неисчерпаемые подземные бассейны жидкой нефти. Но это предприятие в начале самого дела потребовало громадных затрат капитала и постановки всего предприятия в больших размерах. Все изыскания и приспособления обошлись в 850 тысяч рублей. Затратив на это дело все свои свободные ресурсы, вынужден в настоящее время, пока не сформируется потребный капитал, приостановить работу. На эксплуатацию указанных выше предприятий необходим капитал в 3 миллиона рублей. После шандеровских 354 до нефти оставалось еще 155 метров, и преодолены они будут только лишь через 65 лет. На основании неудач господина Шандера и Малакиенко и всех имеющихся данных в Самарской, Симбирской и Казанских губерниях едва ли можно ожидать обширных вместилищ нефти. Эти месторождения в практическом отношении могут иметь только местный интерес. Научное сообщество, как и положено научному сообществу, разделилось. Разделилось на оптимистов, тех, кто верил, что нефть необходимо искать в глубинных отложениях, и скептиков, тех, кто считал это дело бесперспективным. На этот раз маятник качнулся в сторону скептиков. Надо признать такие поиски выходящими за пределы практически выполнимого и затрачивать средства на поиски нефти в промышленном количестве нет серьезных оснований. Несмотря на все оптимистические прогнозы ученых, в конце 19-го, начале 20 веков к разработке нефтяных месторождений оказались не готовы ни научное геологическое сообщество, ни технологии, ни чиновники. Итак, Шугуровскую гору продолжили осваивать как месторождение битуминозных известняков и доломитов. Небольшой шандоровский промысел стал асфальтовым заводом. Технология простая, но тяжелая. В тесном забое рабочие, лежа на спине, кайлом рубили песчаник и ползком тащили его за собой в санях. Потом битуминозную породу дробили и кипятили. Битум всплывал, песчаник оседал.
В год получалось до 6,5 тысяч пудов асфальта, что приносило приличные деньги – до 5000 рублей. Завод входил в состав Сызранского асфальтового завода, и владели им основатели асфальтовой промышленности России – братья Воейковы. Асфальт был знаменит. Он шел на обустройство мостовых и тротуаров в Москве и Санкт-Петербурге. В столице именно его положили вокруг храма Христа Спасителя. В конце XIX века случилось несколько важных открытий и изобретений, которые повлияли как и на ход истории в целом, так и дали мощный толчок и импульс для развития индустрии. В 1879 году американский изобретатель Томас Эдисон представил публике свою лампочку. Эпоха керосина подошла к концу. В 1886 году в немецком Штутгарте инженеры Карл Бенц и Готлиб Даймлер создали автомобиль с бензиновым двигателем. До этого бензин считался отходом при производстве керосина. В том же году братья Маннесманы изготовили первую в мире бесшовную стальную трубу. Высококачественные трубы стали вполне доступными. Это стимулировало развитие нефтедобычи и переработки. А в 1903 году в небо взмыл самолет братьев Райт с бензиновым двигателем. В море появились корабли и подводные лодки, которые использовали солярку и топочный мазут. Нефть буквально разбиралась на составные части, и каждый элемент находил своего потребителя. Потребности в нефти возрастали, опережая ее добычу. И накануне Первой мировой войны поиски нефти в Казанской губернии вновь активизировались. Германский подданный, доктор технических наук, инженер-геолог Френцель заключает договор с местными крестьянами на аренду земли аж на 30 лет и начинает разведывательные работы, закладывает несколько скважин. Так появилась английская акционерная компания «Казан Oil Fields» с капиталом в 350 тысяч фунтов. Для сравнения, это почти 4 миллиарда современных рублей. Но в 2014 году, вследствие вспыхнувшей войны, работы прекращены. Впереди была революция. Все недра земли, руда, нефть, уголь, соль и так далее, а также леса и воды, имеющие общегосударственное значение, переходят в исключительное пользование государства. Новая история новой страны началась с топливного кризиса. Основные угольные и нефтяные районы были отрезаны. Топливный кризис грозит разрушить всю советскую работу. Разбегаются от холода и голода рабочие и служащие, останавливаются везущие хлеб поезда. Из-за недостатка топлива настоящая катастрофа. Ленин понимал, кризис нужно преодолеть во что бы то ни стало. Узнайте, пожалуйста, все, что связано с возникновением «Казан Ойл», созданной англичанами в 1913 году, попросил Владимир Ильич. И чего она добивалась в поисках нефти на Волге. Нашей власти нужны подробности, что там в Поволжье. С этим поручением в экспедицию в Поволжье выезжает сам академик Иван Губкин, а также виднейшие геологи страны Казимир Калицкий, Николай Тиханович. Кстати, Иван Губкин только что вернулся из США. Там он изучал американский опыт добычи нефти. Про революцию узнал из газет. Идея, что недра будут принадлежать народу, была ему близка. В конце августа ученые из Казани отправляют телеграмму. Москва, Кремль, Ленину. Предварительное обследование Сюкеевского месторождения нефти установило необходимость глубокого бурения. При благоприятных условиях разведки к жизни может быть вызван новый громадный нефтяной район, который будет иметь мировое значение. Не прошло и месяца, и Главный нефтяной комитет выдает резолюцию. Работы должны быть начаты в начале октября. Количество рабочих 300 человек. Скважины планировать глубиной до 500 сажен. Работы вести всю зиму. Ударным способом станком системы Нобеля. Топливный кризис был центровой проблемой, и Ленин контролировал его лично. В Наркомат путей сообщений от предсовнаркома Ленина. 33 дня задерживаются буровые инструменты, идущие из Темирского района для срочных нефтяных работ в Волжском районе. Немедленно надлежит распорядиться о срочной внеочередной отправке указанных инструментов. В Сюкеево было пробурено 13 скважин, но притока нефти они не дали.
Не хватало денег, оборудования. А из-за сильнейшего голода рабочие в изнеможении падали без сил, а потом и вовсе разбрелись. Массовый голод в Поволжье в конце 19-го, начале 20-х годов стал настоящей гуманитарной катастрофой. Кстати, он не ограничивался только территорией Поволжья и унес жизни более 5 миллионов человек. В 22-м Азербайджан входит в состав СССР. Кавказская нефть в распоряжении страны. Кроме того, начинается освоение Урала, исследуется Сибирь. В Поволжье активные поиски сворачиваются. Но научная работа не останавливается. Геологи собирают материал, составляют карты, анализируют и продолжают спорить. Казимир Калицкий, Алексей Нечаев, Александр Замятин, Дмитрий Голубятников уверены в бесперспективности поисков. А Иван Михайлович Губкин и его сторонники отстаивают идею нефтеносности недр этого региона. Так все-таки, по вашему мнению, есть нефть в Татарии? Те выбросы, которые мы наблюдаем, это не признаки бывших месторождений, как считают многие ученые, а как раз-таки это свидетельство того, что нефть в данном регионе есть. Есть. Просто искать нужно глубже, в Нижнем Карбоне и Верхнем Девоне. А еще раз, как в В Карбоне, Верхнем Девоне. Я уверен, что мы имеем дело с запасами нефти, значение которых для промышленности трудно будет представить. Недра не подведут, если не подведут люди.